уважаемый Петр Васильевич, уважаемые члены консультативного совета. Ну, этот вопрос, конечно, исключительно важнейший вопрос для нашей республики, для нас и всей России. Поэтому у нас, выступающих, могут быть разные мнения, разные толкования, разные определения по тем или иным вопросам. Но я представителей представляю, всегда считаю, парламент всегда является профессиональным органом. Это мировое научное сообщество так утверждает. Мы тоже были студентами, ознакомились с их работой. Поэтому нельзя говорить о том, что если какая-то часть не освобожденная, а часть другая просто переходит, принимает участие, значит, они непрофессионально решают те или иные вопросы. Так тоже нельзя говорить. Одной крайне другой. Иванов, Петров, Сидоров, они могут толкателями, готовыми проектами выступать, как глубокие специалисты, профессионалы. А другая часть Иванов, Петров, Сидоров пришел из поля, из фермы, и у него никогда не будет времени, чтобы толкать такие какие-то важнейшие документы. И он по-человечески видит, что это законопроект для пользы его общества, пользы народа, пользы сельского хозяйства. Он двумя руками будет голосовать. Значит, нельзя ему говорить о том, что он не профессионал. А он профессионально обсуждает этот вопрос при себе и согласен с другими своими коллегами. Ну и, во-вторых, парламент по природе является самым близким народу. По природе больше нет никаких близких органов, как ни крути, ни верти. Почему в соответствии с Конституцией Российской Федерации нашей высшим органом является народ? Он или непосредственно, или он через выборы. Ну, депутаты, уважаемые, вас народ избрал. А не просто вы пришли по назначению чиновников с Намского УСа, там, Усалданского, а пришли именно итоги выборов победителей. И вы являетесь представителями этого народа. Вы еще не приступили к законодательной деятельности, но вы уже являетесь представителем избирателей, населения того округа, который вас избирал, доверил работать во имя ГУСа, во имя наследия, во имя республики и в целом его народа. Поэтому я глубоко убежден, что сегодня нельзя нам дискутировать, кто-то прав, кто-то не прав, о том, что парламент является профессиональным, непрофессиональным. Другой вопрос, действительно, по количеству. 35 до 70 федеральный закон решает. Так, поэтому я предлагаю, раз я начал отсюда, предлагаю, и там предлагал заседание, расширенное заседание комитета, подумать. Вот я очень согласен с Василием Васильевичем, нельзя нам спешить. Это серьезнейший вопрос, поэтому нельзя нам галопом идти по Европе, а подождать результаты Госдумы, выборов. До этого будут приняты самые важнейшие документы Госдумой, Центральной избирательной комиссией России. Как будет нарезка, как будет политические партии судьба, каковы будут законы новые по выборной кампании. И этот вопрос мы, как только выйдет это по системе государственной линии России, мы его можем использовать в своей практической работе. Поэтому 2,5 года, практически осталось работать в 6-й сессии созыва. Поэтому спешить не надо, подумать. Ну, здесь правильно вот некоторые наши коллеги остановились о том, что без спешки этот вопрос можно решить. Ну, какие у нас предложения?
Но самое главное, народ-то говорит это. И мы знаем, кто говорит о том, что нельзя ли сохранить первые и вторые созывы, как было Палата представителей, Палата республики. Но почему мы сразу галопом говорим, это не пойдет, поскольку там бюджетный процесс срывается и тому прочее. Надо серьезно подумать. Ну, нельзя ли сократить там наши представители в Москве, которые, я вот все время помню Андрея Васильевича Кривошапкина, будучи нашим представителем Государственного собрания, он не давал покоя там. Комитетов, Госдумы, Сенатской комиссии. Вопросы он брал, и даже не приступили к рассмотрению некоторых комитетов, он руководствовал, мы уже в нашем Петровичем имели соответствующие черновые наработки. Ну и сейчас полно возможностей, технология, дистанционно и так далее. Собраться, если никто, депутаты не могут прийти, присутствовать, большую часть раз и сделать вот этот черновой законопроект Российской Федерации. Почему нельзя побыстро рассматривать и свое дело сделать, а не дожидаться там бюджетного процесса? И второе предложение было без очередных таких дискуссий, шатаний в обществе, брожения мыслей, оставить в полном объеме 70 депутатов, которые сейчас работают уже 3-й, 4-й, 5-й, 6-й созыв. Практика уже показывает, таких больших недостатков я не вижу. Работа, конечно, имеет серьезные, то есть недостатки могут, недоработку могут, но в целом-то 4 созыва уже работали, работают. Практика показывает, если мы 2,5 года еще хотим, что из 19 побольше и сделаем, бюджет ваш, бюджет есть, деньги будут, поэтому посмотреть, увеличить не 19, а постоянные действия, что можно делать побольше, чтобы они действительно сидели ручкой, писали, ездили, ходили, ставили этот вопрос перед Думой и тому прочее. Так, вот это я, поэтому, когда у нас будет затишье, ну, работа, я думаю, парламента будет кипеть, всякой комиссии с народом будет, с самоуправлением, улусами народа. И вот этот вопрос надо изучить. Почему мы спешим обязательно оптимизировать? Но посчитали же специалисты, если посадить 35 человек, вот то, что сейчас 19 человек и группа оставшиеся там командировочные и тому прочее посчитали, 2 раза будет увеличено расходы. А мы говорим о оптимизации. Какая это оптимизация? Не оптимизация. Ну, в-третьих, я думаю, и изучить вопрос тоже досконально. 35 и 48, вот который предложил комитет по законодательству, сохраняя соответствующего округа. Вот это тоже вроде бы простой арифметический вопрос, но вот Макар Макарович тоже верен говорит. Зачем там от территории зависит депутация? Пусть не зависит, сидят, перо и пусть пишет. С одной стороны так, поэтому, может быть, и этот вопрос изучить. Тогда 3 параллельных вопроса остается в парламенте нашей родной, который будет действительно предметом дискуссии, разговора через прессу, телевидение и тому прочее. Вот сегодня как раз, ну, не государственный, вот это наша комиссия, а при председателе. Поэтому председатель Государственного собрания имеет право по итогам всех наших сегодняшних дискуссий, по рекомендациям, дать соответствующее, отправить письмо, предложение всем комитетам, что они обсудили. Не только один комитет по законодательству принимал бы решение. Ну и во-вторых, отношение, вот повестки дня у нас из 2 вопросов стоит. По изменению и дополнению Конституции Республики Саха-Якутия. Ну, нам на руки изменение и дополнение Российской Конституции.
И мы должны в полном объеме даже полностью списать из проекта, то есть из Конституции Российской Федерации по кадровой политике. Первое, чтобы все вопросы, которые Дума утверждает, все, вплоть до председателя правительства, министров, мы тоже должны взять это к себе. Ничего не оставлять там. 5 министров – это наше ведомство, остальное исполнитель власти. Не так. А подойти именно парламентским размахом. Взять себе ответственность. То, что нам представляет глава республики, парламент должен согласиться, не согласиться. Это уже другой организационный вопрос. Более чуть, и потом далее по этому вопросу все государственные программы взять на утверждение электронно. Раньше же ведь так действовали, а почему в последнее время это остановилось? Половина большая можно утверждать, а другие парламенты, депутаты не имеют никакого дела. Так тоже не может быть. Ну и более сложный вопрос – это отношение связи с нашими коллегами Думой и Совета Федерации по вопросу, допустим, согласования прокуратуры с Сенатом. Они с Сенатом согласуют, ну, советуются, президент, и Сенат дает, соответственно, добро, и тогда прокурор субъекта будет утвержден президентом. От нас сейчас не будет спрашивать. Но это глубоко, я считаю, как лично участвующий, неправильным подходом. Мы с этим не усиливаем именно связь прокуратуры или контрольной функции, надзорной функции прокуратуры. Наоборот, ослабляем. Он отдаляется от народа, уходит в сторону и будет сидеть там у себя в кабинете и делать дело. Поэтому что надо? С сенаторами нам надо говорить на языке закона. Если не внести вопрос в Конституцию, то закон о Государственном собрании электронно. Ввести соответствующие пункты, каким образом наши сенаторы, которые там работают, могут помочь нам. Если мы не согласны, республика, какой-то должности, кандидатуры, в порядке совета совещательного подхода наши сенаторы должны высказать там свое мнение о рабочих группах, комиссиях и так далее. Вот этот вопрос тонковатый, поэтому только надо грамотно поставить вопрос и не требовать. Мы уже сейчас не имеем права требовать. Ну и вот меня очень беспокоит вопрос о федеральных территориях, который сейчас принят федеральный закон, Сириус, вы все знаете, Краснодарским краем, в полном объеме вот эта территория вышла из ведения Краснодарского края, понимаете, и с доходом, и налогом, и со всеми потрохами. Все, непосредственно подчиняется центру. Таким образом, такие территории могут быть и у нас. И вот тут-то мы, как нашими, которые наши избиратели дали пропуск власти Государственной Думе, как мы будем работать, тоже надо думать. Или отдельный закон выработать, или в законе о Государственном собрании записать. Если вот такие вопросы появляются, которые будут затрагиваться интересы республики, надо вести соответствующую работу там, в Государственной Думе, комитетах. Не просто так мы ради подключили, услышали, что наша федеральная такая-то территория республики ушло в самостоятельное плавание. Так не должно быть. Поэтому по этим двум вопросам я просил бы руководство электронно дать соответствующее поручение нашим юристам, квалифицированным юристам, правовое управление, или внутри их образовать соответствующий отдел, который будет только заниматься вот этими сложнейшими вопросами. Как выйти из вопроса по прокуратуре, как выйти в вопросы федеральной территории и ряд других вопросов, которые могут возникнуть, когда мы будем осуществлять непосредственную работу, анализ и включение тех или иных пунктов Конституции Республики Саха-Якутия.
Ну, и Петр Васильевич, чтобы разговора не было дальше, я хотел бы все-таки узнать причину, почему вот наш представитель Республики Саха-Якутия от Государственного собрания, он сокращен. Не работает ведь. Почему? Вот как раз вот это стало причиной опоздания, причиной незнания дел, ну так далее и тому прочее. Когда есть там представитель, все, даешь команду, он бегает там по всем вопросам и возродить тоже. Вот Василий Васильевич, он знает, после нас председатель Палаты Республики, мы дважды, первый, второй созыв, дважды мы вот такой солидной делегацией были в Государственной Думе Совета Федерации. Почти со всеми переговорили председатель комитета и на личных встречах, и разных совещаниях, круглых столах и тому прочее. Возобновить, если, допустим, болезнь нам помешала, почему нельзя дистанционно, почему нельзя по телефону, почему нельзя нас через наше правительство. Вот тогда, я думаю, через 2 года и само собой вопрос не настанет, чтобы в обязательном порядке сократить до 35 народных депутатов. Если мы активизируем по тем или иным вопросам, в том числе вот Алексей Ильич, он, конечно, верно говорит о том, что бюджетный процесс замедляется, но кто будет? Конечно, скажет, опять тут и Республика Саха-Якутия опоздал, внес не вовремя предложения, программы всякие нарушаются, поэтому я думаю, вот это те, которые мы будем принимать дополнительные меры и решительного характера по всем направлениям, даст нам пору, что действительно вот 70 народных депутатов сохранить. И подумать хорошенько, как обстоят будут дела от 48 и 35 депутатов, если у нас останется Ильтумяне. Ну, все у меня, спасибо. Спасибо. Ага.